сейчас направляемся в лабораторию коррозии. Коррозия – это разрушение металла под воздействием окружающей среды. Сотрудник этой лаборатории исследует скорость коррозии в трубопроводах. Расскажите, пожалуйста, где мы сейчас находимся и чем ребята занимаются? Сейчас мы находимся в лаборатории по подготовке образцов. В данный момент Данияр шлифует образцы пластинчатые, цилиндрические для коррозионных исследований. То есть вы готовите для исследования 3 образца разных? Да, для 3 установок мы подготавливаем по ГОСТу 3 разных образца. Пластинчатые, цилиндрические и кольцевые. Вот. И все это для определения внутритрубной коррозии? Да, внутритрубной и также для внешней коррозии можно проводить исследования. Какие аппараты используются для шлифовки? Ну так, в первую очередь грубая шлифовальная обработка производится образцов. В дальнейшем наждачной бумагой зернистостью 600, 800 1000 производится для того, чтобы уменьшить погрешность в шероховатости поверхности образца. То есть он до зеркального блеска мы должны довести образцы. Смотрите, это начальная стадия. Видите, здесь зазубренный, а это уже подготовленный образец. Отшлифованный, да? Отшлифованный, да. Такие же процессы производим с данными образцами. А сколько занимает сам процесс шлифовки? Это очень трудоемкий процесс, может занять день, несколько дней. Зависит от количества образцов. А для одного исследования сколько образцов вы готовите? Не менее 3 на один образец. 3 разных образцов? С каждого по 3, тогда получится 9. 9 образцов вы готовите для одного исследования? Да, но это мы сделаем это одно исследование, но мы должны сделать 3 исследования, тогда получается еще умножаем на 3. Понятно. Дальше? Этот аппарат? Так, полученные после шлифовки, подготовки образцов, мы помещаем на данной установке. Здесь может рассказать Даурен. Исследуем внутреннюю коррозию трубопровода. Здесь исследуется коррозионная активность сейчас нефтей. Здесь, скажем, в этой посуде нефть находится? В этой посуде нефть. Так. Нефть с помощью насоса приводного перекачивается, циркулирует. Так. И здесь у нас находятся образцы, как Дамир показывал, цилиндрические образцы. Какой именно образец? Вот такие образцы. Этот образец вставляется туда, да? Да, вот сюда, внутри. Так. И получается внутреннюю поверхность трубопровода, это имитирует трубопровод. Да. Внутреннюю поверхность трубопровода проходит нефть через нее. Да. И вызывает какие-то процессы коррозии. Мы эти процессы коррозии замеряем. Получается, скорость коррозии высчитываем гравиметрическим методом, то есть взвешиваем до и после, а также электрохимическим методом с помощью приборов и индикаторов коррозии, которые измеряют потенциал. Таким образом вычисляем скорость коррозии. Понятно. Так, Дамир, дальше мы выявили здесь, да, скорость коррозии. Дальше какой этап исследования? Дальше мы проводим анализ, интерпретацию полученных результатов. И если скорость коррозии превышает, то мы сигнализируем в своих отчетах о том, что нужно применять меры по предотвращению и уменьшению данной скорости коррозии путем ввода ингибитора коррозии или изменения технологических параметров. Покажите аппараты, куда вставляются ваши образцы и как дальше проводятся исследования. Пройдемте в следующий кабинет. Дамир, расскажите, мы получили образцы, дальше что с ними делается? Второй тип образцов мы исследуем для коррозионных испытаний в водных и водно-нефтяных средах, где используются ингибиторы коррозии. Что такое ингибиторы коррозии? Ингибиторы коррозии – это такие органические и неорганические соединения, которые замедляют процесс коррозии. Простыми словами, как мы объяснили. Да, то есть это вводится куда? В состав? Это вводится либо в состав нефти, либо межтрубное пространство
подводных переходов, допустим, где мы проводим исследования, где предотвращается процесс коррозии. То есть, если вы выявили, что есть высокая активность коррозии, вы туда просто в состав нефти, в нефть добавляете ингибитор коррозии. Да, совершенно верно. Не только что, когда выявили, мы предотвращаем, уже заранее зная, что там могут быть процессы коррозии. Допустим, вот подводный переход либо при консервации трубопровода рекомендуем использовать ингибиторы коррозии. Так, заранее. Ингибитор — это значит подавление, да? Это замедление процесса Замедление? коррозии. Ага. Мы не можем полностью остановить этот процесс, потому что кислород находится в окружающей среде практически везде. Это и есть ингибитор коррозии. Да, ингибитор коррозии плюс вода, ингибирующий раствор. В данный момент производится замер скорости коррозии. Здесь разные концентрации. Ингибитор коррозии, допустим, первая с повышенной концентрацией, средней концентрацией и малой концентрацией. И смотрим по степени коррозии, производим подбор концентраций и объемов, необходимых для защиты объекта. В данный момент Даврем производит подготовку ингибирующего раствора, который дальше будет устанавливаться на установку для определения скорости коррозии гравиметрическими методами. Да, кстати, я хотел сказать, да, вот, мы, так как химия большая наука, здесь производится и в динамических, и статических условиях определение скорости коррозии, предусмотрено ГОСТом. Что это значит? Как динамическое? Динамически это в динамике, то есть процесс идет, допустим, на водоводе же все время вода течет от источника до потребителя. И в этих условиях как поведет себя ингибитор коррозии и как вообще процесс коррозии идет. То есть, условно, вода течет, вы там же уже проводите свои исследования? Нет, это динамических и статических условий. Это имеется в виду, что вода при движении, либо ингибирующий раствор при движении, это динамические условия, то есть двигаются. А на подводном переходе, либо при консервации трубопровода, этот ингибирующий раствор стоит неподвижно. Где скорость выше, когда вода стоит или течет? Ну, это трудно сразу сказать. Это зависит от объекта и насыщается ли кислородом. И также, который момент я хотел сказать, что при подводном переходе в статических условиях происходит процесс биокоррозии. То есть, когда стоит все, ну, вы, допустим, оставляли же молоко в холодильнике, и он у вас заплесневает, и процесс уже произошел. Также в этих условиях у нас могут быть процессы биокоррозии, где сульфат редуцирующие бактерии вызывают коррозию металла. То есть они питаются металлом, и тем самым производится снижение прочности характеристик металла. Образцы далее уже исследуются на процессы коррозии, на определение скорости коррозии. То есть здесь 3 образца помещаются с ингибитором коррозии, 3 образца помещаются без ингибитора коррозии. Происходит сравнение скоростей коррозии с ингибитором и без ингибитора. Либо проходит сравнение 2 ингибиторов. Также хотел отметить, которые мы в начале беседы рассказывали, 3 образца. То есть цилиндрические образцы применяются для определения внутренней коррозии в нефти. Пластинчатые образцы применяются для определения скорости коррозии на подводных переходах, где используется ингибирующий раствор. Данные цилиндрические образцы используются для определения скорости коррозии для водных и водно-нефтяных эмульсий на объектах, применяемых с повышенной водой в нефти, либо на водоводе Астрахань-Мангышлак. То есть ваши исследования проводятся в 3 направлениях? По определению коррозии. Коррозии. Да. Понятно. Хорошо, вы выявили, скажем, активность коррозии. Дальше как идет дальнейшее действие? То есть вы даете какие-то заключения, рекомендации? Естественно, мы определяем скорость коррозии. Если она превышает, как я уже до этого говорил, то мы даем рекомендации по уменьшению скорости коррозии.
для надежной эксплуатации трубопровода. Хорошо, а вы, вот, скажем, в год примерно сколько образцов получаете и в какое время их обрабатываете? Ну, зависит от поставленных задач программы НИОКР общества. Ну, в данный момент мы проводим 5 работ научно-исследовательских. Так как по определению коррозии у нас получается 2 темы: подводный переход и исследование скорости коррозии в нефти. 2 темы. 2 темы по определению эффективности работы системы ХЗ на линейных участках трубопроводов. Наши сотрудники на модельной установке проводят лабораторные испытания, которые проводят в полевых условиях. То есть проводится имитация транспортировки нефти и воды. Мы можем посмотреть? Конечно, пожалуйста. Пойдемте. Спасибо. Проходите. Вот наша модельная установка по транспортированию нефти и воды. Она состоит из 3 блоков. Так. Первое — это для испытаний присадок для улучшения реологии нефти. Так. Второй момент — это испытание процессов внутренней коррозии здесь производится. И также для испытания внешней коррозии производится на следующем стенде. Значит, это условно наши нефтепроводы, это резервуар, да? Совершенно верно, да. И этот аппарат? Это для испытания гидродинамических условий, для испытания присадок. Также присадки испытываются в трубопроводе путем введения через резервуар присадок. Включается насос, манометры, расходомер и циркулирует внутренняя жидкость, ну, то есть нефть. Для исследования вы в резервуар заливаете нефть, образец нефти. Да. Потом дальше идет процесс, и вы проводите свои исследования. Каждая лаборатория своя. Каждая лаборатория, да, проводит свои испытания. Хорошо, покажите нам естественную среду Также, почвы. Ну, как мы видим, мы здесь произвели имитацию трубопровода под грунтом. То есть у нас же все магистральные трубопроводы находятся в грунте. То есть, а грунт у нас другая лаборатория производит исследования. Бывает высоко, низко и некоррозионные грунты. То есть мы здесь помещаем образцы металла и также определяем скорость коррозии. Здесь у нас трубопровод заизолирован. Также, как я сказал, что мы проводим исследования внешней коррозии и эффективности системы электрохимической защиты. То есть наша станция, которая на защите стоит, подается потенциал на трубопровод. То есть трубопровод находится в защищенном состоянии. А смотрите, вот здесь вот это одна почва или тут разные образцы грунтов? Здесь мы можем, так как это модельный трубопровод, производить разные условия. Так. Можем поделить на секции и сделать разный состав почв, допустим, восточного управления, восточного Казахстана, допустим, либо песчаные, находящиеся там, допустим, в Кульсарах или в Актау. Понятно. Вот можно вот это вынуть, посмотреть, да? Вот, значит, ваши образцы, и вот таким образом происходит коррозия. Да. Как мы видим, процесс коррозии пошел. Так. Мы в лаборатории, как я уже говорил, определяем коррозионные агенты, которыми являются в основном кислород воздуха, либо находящиеся в почве сульфаты и хлориды, которые вызывают коррозию. Это электрохимический процесс. За сколько дней определяется скорость коррозии? По ГОСТу для водных растворов 10 дней, в грунтах это зависит от коррозионной активности грунта. То есть скорость коррозии может показаться за несколько дней буквально, либо может стоять месяцами. Что такое коррозия? В простонародье это просто ржавчина. Как мы видим,
металл взаимодействует с окружающей средой и растворяется в ней, происходит разрушение. Допустим, вот у меня образец уже прокоррозированный после многолетних лет коррозии. Параметром является скорость коррозии для определения. Вот у нас, смотрите, когда едем на машине, транспорте, скорость определяется километров в час, да, допустим, 60-50 километров. У нас определяется скорость миллиметров в год. То есть, смотрите, если толщина там, если видно 0,5 миллиметров в год, либо 0,1 миллиметр, если за 1 год коррозия проникает вниз в тело трубы на 0,1 миллиметр в год, то можно сказать, что с километра трубы теряется 3000 тонны железа. То есть она растворяется в грунт. Подводный переход в статических условиях происходит примерно в таких условиях. То есть происходит коррозия и выпадает в осадок. Коррозия находится уже внизу. Продукты коррозии уже феррум 2О3, допустим, окислы железа выпадают в осадок. То есть она уже разрушение, это вот если цельный участок трубы, она цельная, а когда корродирует, уже электроны переходят в ионную фазу и выпадают в осадок. То есть понемногу это невидимо обычному человеку в глаза, вид, но это микропроцессы, которые происходят. Процесс коррозии. Да, процесс коррозии.